Говоря о женщинах-политиках Гагаузии, нельзя не отметить тот факт, что именно 2015 год стал переломным в жизни гагаузского общества. Управлять автономией люди избрали именно женщину. Им стала Ирина Федоровна Влах, которая с первого тура одержала победу над кандидатами-мужчинами. Я хочу обратиться отдельно ко всем тем избирателям, которые голосовали за моих оппонентов, и уверенно заявить им, что мы будем работать и сотрудничать со всеми жителями автономии, что я буду башканом для всех жителей автономии. Мы будем работать во благо и в интересах нашей автономии. Представительницы прекрасного пола доказали, что проблемы общества подвластны не только жестким критическим мужским умам, но и хрупким, изящным женским сердцам. Женщины все чаще становятся более ответственными за себя, за свою семью и мягче подходят к решениям общих проблем. Я считаю, что женщина со своей напористостью, интуицией, как решить эти проблемы, где можно найти средства, чтобы решить, наверное, более способна, чтобы действительно закрыть вот все наши негативные, все проблемы, которые существуют в нашем городе. Женщина намного интуитивнее и намного может расположить тебе к себе собеседника для того, чтобы решить ту или иную проблему. Ну вот по сути своей женщина – это женщина. Где словом, где может каким-то жестом. Но действительно мы можем, наверное, больше, чем мужчины. Я не хочу там обидеть мужчин, но мы по складу своему, по уму, по интуиции мы, наверное, можем больше решить. Мужчины, они обычно что они делают? Они зарабатывают деньги, они стараются сделать что-то такое, чтобы содержать семью. А все остальное внутреннее наполнение, порядок, чистота, уют, какая-то социальная справедливость в рамках семьи, в рамках населенного пункта, это, конечно, женщина. И поэтому, если женщины активно идут в политику, чтобы они были консильерами, советниками местных органов власти, сельских, районных, городских, и если они идут в приморы, их народ избирает, замечательно, пусть это так и будет. Вот в Гагаузии тут очень прекрасный момент, да, вы все знаете. Вот впервые избрали башканом Ирину Федоровну Влах. Женщина-башкан – это хороший пример для многих молодых женщин, которые не решались до сих пор идти во власть, считают жители нашего региона. Считаю, что Ирина Влах молодая женщина, целеустремленная. Я думаю, что это будет примером для других женщин, особенно для молодого поколения, которые уезжают куда-то. Нет, надо здесь работать, здесь трудиться и добиваться каких-то положительных результатов, а не ехать куда-то, бросать детей и уезжать. Я думаю, что пример башкана подтолкнет многих к тому, чтобы начать задумываться над жизнью и принимать активное участие все-таки в жизни нашей Гагаузии. В настоящее время среди подавших заявки на посты глав примарий и муниципальных советников в местных выборах более 20% женщин. Конечно, это еще не высокий показатель, но тем не менее это говорит о том, что женщины Гагаузии хотят участвовать в принятиях местных решений.